Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Президентка Майя Санду 4 октября совершит государственный визит в Португалию. Дмитрий Константинов. Высший совет прокуроров Молдовы нарушает законодательство страны. Наше вино покоряет мир. Таков лозунг Национального дня вина. Президентка Майя Санду 4 октября совершит государственный визит в Португалию. Глава государства также примет участие в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, сообщает Молдпресс со ссылкой на пресс-службу президента. Целью визита является содействие вступлению нашей страны в Евросоюз и углубление двусторонних отношений. В ходе визита Майя Санду также встретится с нашими гражданами, проживающими в Португалии. Президентка примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в городе Гранада, Королевство Испания, и заседанию Европейского совета 6 октября. Также в Гранаде Майя Санду обсудит с коллегами и лидерами институтов ЕС проблемы на европейском континенте, присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу и текущие реформы. Последний саммит Европейского политического сообщества состоялся 1 июня в Республике Молдова и собрал 49 европейских лидеров. Высший совет прокуроров Молдовы нарушает законодательство страны, поскольку до сих пор не утвердил в своей должности главу прокуратуры Гагаузии, заявил спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. По его словам, предыдущее обращение Народного собрания Гагаузии в адрес президентки Майи Санду было перенаправлено в Высший совет прокуроров, который предоставил формальный ответ, состоящий из 2 строк, не ответив по существу вопроса. Вместе с тем, кандидатура на должность прокурора Гагаузии была отобрана депутатами Народного собрания Гагаузии на конкурсной основе, в строгом соответствии с требованиями закона о прокуратуре и повторно представила Высшему совету прокуроров 23 мая. Однако, несмотря на установленный законом о прокуратуре месячный срок, Высший совет прокуроров до настоящего времени не рассмотрел выдвинутую Народным собранием кандидатуру господина Виктора Кыльчик на должность главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия и не представил его генеральному прокурору для назначения на должность, сказал Дмитрий Константинов. В Комраде это считают умышленным игнорированием Высшим советом прокуроров требований законодательства, которые носят явно неправомерный антиконституционный характер и направлены на исключение возможности АТО Гагаузия в реализации своих законных полномочий по участию в управлении публичными делами в сфере формирования руководящего состава прокуратуры АТО Гагаузия. Глава Народного собрания Гагаузии повторно призвал президентку Майю Санду вмешаться и содействовать в отборе и назначении кандидата на должность главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия. Константинов подчеркнул, что власти Гагаузии намерены конструктивно сотрудничать. Наше вино покоряет мир. Таков лозунг Национального дня вина в этом году, который пройдет с 7 и 8 октября в 22 раз. Мероприятие посвящается десятилетию успехов молдавского вина. Организаторы ожидают более 100 тысяч посетителей. Мероприятие пройдет в рамках 10-го юбилейного запуска на международном уровне отечественного винного бренда «Вину Молдовии» о легенда Вие. Национальный день вина организован Национальным офисом виноградарства и вина, Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности при поддержке стратегического партнерства Агентства США по международному развитию в Молдове в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности и устойчивости сельских районов». Фестиваль вина Молдовы, позже официально названный Национальным днем вина, впервые состоялся в 2002 году по инициативе тогдашнего президента Республики Молдова Владимира Воронина. Традиционно мероприятие проходит на площади Великого национального собрания в Кишиневе и на винодельнях страны в первые выходные октября после сбора винограда. Фестиваль представляет богатые традиции виноделия Молдовы, восходящие к XV веку, и служит продвижению и укреплению имиджа Молдовы как винной страны.
Молдавского писателя Иона Друце похоронили в Сороках возле памятника «Свеча благодарения», как он просил в своем завещании. 2 октября Молдова попрощалась с писателем Ионом Друце. На церемонии в Национальном театре Михай Эминеску прощальную речь держал председатель Союза писателей Молдовы Тео Кирияк, а также другие видные деятели культуры и литературы. Пришли попрощаться с именитым мастером слова и политики, среди которых бывшие президенты. С уходом писателя Ионы Друце румынская литература и наше культурное сообщество понесло тяжелую и невосполнимую утрату, сказал председатель Союза писателей Тео Кирияк. Попрощаться с именитым писателем также пришли председатель парламента Игорь Гросу, бывшие главы государства Петр Лучинский, Владимир Воронин, Игорь Дадон, а также депутаты, министры. Новый подход к диагностике. Какие исследования проводят в лаборатории «Металлург»? Подробнее в репортаже наших коллег Лик ТВ. Лаборатория санатория профилактория «Металлург». Теперь здесь проводят не только биохимические, но и иммунологические исследования. На помощь медикам поступило сразу несколько современных аппаратов: термошейкер, автоматическое промывающее устройство «Вошер», иммуноферментный планшетный анализатор. Мы закупили качественное немецкое оборудование, которое соответствует всем стандартам для проведения иммуноферментного метода анализа. Мы делаем теперь онкомаркеры и гормоны щитовидной железы, и половые гормоны, такие как тестостерон, прогестерон, пролактин. Мы делаем на Helicobacter pylori, мы делаем аллергию. У нас есть наборы, которые позволяют определить паразитарные заболевания, также гепатиты, хламидиозы. Эти анализы позволяют поставить более точный диагноз, помогают и врачам, и пациентам точно знать свою проблему. Иммуноферментный анализатор – высокочувствительный автоматизированный ридер для точной диагностики самых разных заболеваний. Сегодня он позволяет проводить более 100 различных исследований. Качество услуг стало в разы выше, да и подходы к работе более прогрессивные. Это лишь один из шагов в стратегии развития санатория профилактория «Металлург». Лаборатория работает 5 дней в неделю. Доступные цены. Сюда может прийти любой желающий. Ирина Шлеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ. Беженцы из Украины и жители Каушен бесплатно изучают румынский язык. Подробности в репортаже наших коллег Каушана ТВ. Lecția dată, noi o să vorbim cu dumneavoastră despre verbul a avea, imeti, să înțelegem unde este în, sub. Cam așa are loc cursul de limbă română în fiecare zi de luni și joi în orașul Căușeni. Femeile vorbitoare de limbă rusă sunt puse să citească, să răspundă la întrebări și să formuleze propoziții în limba română. Cuvintele care nu le înțelegeți din textul acesta. Ce este manual? Așa, bine. Așa, scriem, da? Scriem. E clar, da? Eu am cursul de limbă română dimineață. Colega de la serviciu are cursul seara. La ora de limbă română învățăm, vorbim, citim și scriem corect în limbă română. Насчет текста вопрос для коллег. Cursurile sunt în 2 schimburi. Întrebarea. Cursurile sunt în 2 schimburi. În câte schimburi sunt? Sau în câte schimburi sunt cursurile? La ora de limbă română învățăm, vorbim, citim și scriem corect în limba română. Bine. Ваш вопрос? Ce obiecte sunt întrebuințate la cursuri? Și așa de spus. Sau ce materiale? 25 de femei vorbitoare de limbă rusă, printre care și elevii liceului cu profil rus din Căușeni, vin aici pentru a asimila mai ușor limba vorbită de veacuri de moldoveni. Mă cheamă Iana, am 14 ani, învăț la liceu Pușkin.
Mă ocup cu dansurile, chitară, învăț limbile și citesc cărți uneori. Я хочу больше практиковать свой язык и чтобы было легче экзамены сдавать в школе. Numărul persoanelor care beneficiază de cursuri gratuite de limbă română este limitat. Prioritatea au refugiații și cetățenii care se înscriu pe o platformă special creată de Ministerul Educației. Ну, пришла просто продвинуться, этот язык продвинуть больше, как бы, и знать больше, потому что тоже ребенок учится в школе, есть румынский язык и помощь ребенку, потому что с нашим языком не так легко сейчас учиться по румынскому языку. Легко, свободно, особенно с преподавателем нашим очень легко. Очень хороший, очень хорошо говорит, рассказывает, все прекрасно. Acest proiect vine în contextul creșterii numărului de refugiați din Ucraina, care s-au stabilit în Căușeni în ultimul timp, oferindu-le acestora oportunitatea de a învăța limba română. Guvernul Republicii Moldova își propune astfel să faciliteze integrarea acestor persoane în comunitatea locală și să le ofere șanse egale în procesul de educație și de angajare. Vorbesc limba română. Пока мне не трудно, легко. Я все понимаю, но не всегда грамотно разговариваю. Eu tot vreau vorbesc limba română. Хочу общаться с своими коллегами по работе на limba română. Cursurile sunt susținute de profesori calificați și entuziaști, iar participanții au acces la materiale educaționale pentru a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă română. Ei au tot dreptul să se afirme și ei ca oameni. Și necunoașterea limbii române, clar lucru că este o piedică pentru afirmarea dumnealor. Asta este un obiectiv. Al doilea obiectiv. Fiecare familie merge la odihnă în România, în Italia, în alte ținuturi, unde limba română, clar lucru, deschide multe uși și pot să-și rezolve problemele și personale și de familie. Din motivul ăsta le-am spus și dumnealor că nu se poate ca să trăiască într-un spațiu lingvistic îngust, unde nu comunică, nu își dezvoltă relațiile de prieteni, nu reușesc să se integreze firesc și la aceeași piață, și la un punct medical, și la farmacie, ca să se ducă și așa mai departe. Deci este o necesitate și ei toți sunt oameni, așa ca și vorbitorii de limba română, deci din același spațiu, și nu au două vieți, au o singură viață și trebuie să trăiască plenar. Inițiativa nu numai că încurajează diversitatea culturală, dar și consolidează legăturile dintre comunități și promovează învățarea interculturală și înțelegerea reciprocă. Guvernul Republicii Moldova reconfirmă astfel angajamentul său față de sprijinirea refugiaților și integrarea lor armonioasă în societatea moldovenească. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассниках, ТикТок, сайт atv.md. До скорых встреч!